Сейчас я буду рассказывать вам про карантин в Америке. Безработица, голод, банкротство, трупы на улицах. Да уж, конечно. Все, что вы видите по телевизору в России, это полный бред. В США официальный карантин уже больше месяца, цифра устрашающая, но каждому жителю Америки государство выплатило $1200 и собирается выплатить еще 2. По всей стране, в каждом городе существует огромное количество точек, где выдают бесплатную еду: мясо, рыба, фрукты, крупы, в общем все. Маски, кстати, есть везде, цены на них никто не повышал. Мы живем в Нью-Йорке, это самая зараженная точка мира, но нам можно гулять, нам за это никто не свяжет руки за спиной, не оштрафует. Несмотря на ЧС, все, что может сделать полиция, это помахать вам ручкой и пожелать доброго дня. Кстати, еще одна интересная информация: любой заболевший коронавирусом в США будет лечиться бесплатно. Это государство никогда не оставит своих граждан в беде, будьте уверены. И что мне еще очень нравится, отовсюду только позитивный посыл. По количеству заболевших в США самая плачевная ситуация в мире, но я очень рада, что в это время я оказалась здесь. Сегодня мы ездили в одну из точек в Нью-Йорке, где бесплатно выдают продукты в связи с коронавирусом. И сейчас я расскажу тебе, как это было и что нам выдали. Снимать нам, к сожалению, не разрешили, поэтому покажу вам кусочек нашей дороги домой. Мы еле-еле затащили эти продукты, они заняли пол багажника. Итак, начнем. Молоко 4 литра, вкусняшки, огромная коробка, куча всяких консервов. Это тоже все какие-то вкусняшки. Хлеб, рис, филе рыбы, еще раз отмечу, филе рыбы, картошка, яблоки, еще какие-то фрукты, лук. Это все сок. Это яйца, это хлопья. И, короче, я в шоке. А эту фотографию прислала моя знакомая. Вместо рыбы им положили мясо. А это все точки выдачи продуктов в Нью-Йорке. Да, кое-какой документ у нас все-таки попросили, это удостоверение личности, но я напомню, мы не граждане США. И вот это все тут может получить каждый. После просмотра данного видео мои волосы встали дыбом. 27 миллионов человек выброшено. Мне стало жутко обидно за страну, где я живу. А за страну, где я родилась, стало обидно и стыдно еще больше. Прошлое мое видео, к сожалению, оказалось неубедительным. Поэтому сейчас я подробнее расскажу, что входит в понятие «выбросить за борт 27 миллионов человек». Надеюсь, что вы сделаете правильные выводы после этого видео. Лечат абсолютно всех и бесплатно. Для тех, у кого нет страховки, оформляют ее на месте. $1200 выдали на одного, семьи же получили 2900. Также многие подали на пособие по безработице, а это $500 в неделю. За эти деньги можно оплачивать жилье в Нью-Йорке 2 месяца, а где-то в Северной Каролине это вообще целое состояние. Не забывайте о том, что на продукты тратиться не приходится. В прошлом видео я показывала, в каком количестве выдаются бесплатные продукты. А если по какой-то причине вы не можете сходить за этими продуктами, то вам привезут их домой бесплатно. Если вы застряли в штате или не можете изолироваться в собственном жилье, то Нью-Йорк предоставит вам жилье бесплатно. Номер в отеле. Также любому желающему оказывается бесплатная психологическая помощь. И напоследок еще кое-что. Прогуляемся по Нью-Йорку.